24 октября – день памяти собора преподобных оптинских старцев. Оптина пустынь – это прославленный монастырь, великий монастырь православного мира, который расположен в нынешней Калужской губернии. «Велика и бесконечно прекрасна река Божья, святая Оптина». Так напишет о монастыре замечательный писатель начала XX века Сергей Александрович Нилус, который воспел Оптину в своих произведениях. Вот всякий паломник, который сегодня приезжает в возрожденную Оптину пустынь, убеждается, что там нет выдающихся памятников архитектуры. Монастырь не имеет такой богатой истории, как другие обители, а вместе с тем это великая обитель православного мира. Почему же? Потому что весь XIX век и начало XX века там подвязались старцы, великие старцы, духовные подвижники, которые своими трудами стяжали Святой Дух, являлись созерцателями нетварного фаворского света, приобщились божественной благодати и, самое главное, щедро делились этой благодатью Божией со всеми приходящими. Невозможно было приехать в Оптину пустынь и не вернуться оттуда непреображенным человеком. Это чувствовали и простые верующие люди, это очень хорошо ощущала и русская интеллигенция. Даже люди, равнодушные к церкви, даже не верящие в Бога, такие как Лев Николаевич Толстой, много раз бывали в Оптину и отмечали великую святость, необыкновенную духовную высоту подвязавшихся там старцам. Для нас, жителей Казахстана, конечно, отрадно, что ученик последнего соборно избранного старца, преподобного Нектария, святой Севастьян Карагандинский, значительную часть времени провел на территории нынешнего Казахстана, в Караганде, где создал колоссальное духовное движение, не иссякающее и поныне. Мы в Казахстане имеем вот этот большой ручей, который истекает из великой Божьей реки Оптиной пустыни.